Bizim vatanımızı işgal altında vatanımızı kurtarmak için Спасибо всем, кто присоединился к платформе по освобождению Крыма. В этом году стало больше присоединившихся стран и международных организаций. Для наших соотечественников, которые 9-й год живут в условиях жесткого оккупационного режима, это мероприятие станет надеждой. Ровно год тому назад для обеспечения верховенства международного права и полного восстановления территориальной целостности Украины с целью усиления мирных и санкционных методов мы приняли резолюцию. Оккупация территории чужой страны не только грубое нарушение международного права, оно несет угрозу миропорядку и наносит большой ущерб и самой стране-оккупанту. Мы не увидели со стороны России логичных шагов по деоккупации Крыма. Мы ждали, что Кремль будет делать логичные шаги, но наш расчет был неверным. Россия не стала вести разговоры о деоккупации Крыма и 6 месяцев назад решилась на широкомасштабную агрессию против Украины. Как сказал наш президент Зеленский, в 2014 году Крым был оккупирован. Тысячи российских военных были направлены с Крымского полуострова на территорию материковой Украины, бомбили украинские города и села. Российская армия заходит в Украину, провозглашает свои права, вывешивает свои флаги и провозглашает, что это российская территория, проводит фейковые референдумы, как в 2014 году в Крыму, присоединяет эти земли к своим территориям. В то же время Крым стал местом, куда Россия с новооккупированных территорий Украины, преимущественно Херсонской и Запорожской областей, свозит настроенных против войны людей, где они подвергаются пыткам. Пытают людей преимущественно для того, чтобы склонить к сотрудничеству с ФСБ или чтобы заставить людей признаться в тех преступлениях, которые они не совершали. Как и в первые годы после оккупации Крыма, снова начали практиковаться бесследные исчезновения людей. Жители оккупационных территорий также стали заложниками для россиян. Людей, которые там проживают, насильственно рекрутируют в армию оккупантов и отправляют на смерть или убийство своих граждан. Как известно, после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале-марте этого года было проведено несколько раундов российско-украинских переговоров, в том числе о прекращении огня. Российская сторона выразила условия для прекращения огня. Эти условия, среди которых признание Украиной Крыма российским, были абсолютно неприемлемыми. По какой причине и по каким международным нормам и праву они не объясняют. Как они говорят, они действуют исходя из реалий, которые сложились. То есть дают понять, что если мы не примем их ультимативные и дерзкие условия, они и дальше будут убивать наших людей, бомбить наши города и села, захватывать новые территории Украины. Ощущение, что мы живем не в 21 веке, а вернулись во времена Средневековья. В последнее время, как известно, было опубликовано много мыслей разных политических и государственных деятелей относительно путей прекращения этой войны и достижения мирного соглашения. Среди них были и такие предложения, которые нас шокировали, какие, конечно, не могут быть приняты нами ни при каких обстоятельствах. Например, по мнению одного американского политического деятеля, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах США 2024 года, и еще некоторых европейских деятелей, для того, чтобы договориться с Путиным насчет прекращения огня, ему необходимо подарить Крым, чтобы Путин вышел из этой войны, не потеряв свое лицо. Нашим народом и всем украинским народам это воспринимается как призыв ради иллюзорного мира принести коренной народ Крыма в жертву Путину, отказаться от норм международного права и принять условия хорошего вооруженного бандита. Но мы очень надеемся, что подобная оппозиция никогда не будет превалировать в цивилизованном мире. Наши города и села сейчас в основном обстреливаются с военных баз на территории Крыма, с акватории Черного и Каспийского морей. Гибнет много мирного населения, разрушаются объекты критической инфраструктуры. Но нанести удар по базам, откуда стреляют по нашей территории, у нас нет технических возможностей, нет средств противовоздушной обороны, нет достаточно дальнобойных ракет. Конечно, агрессор обязательно потерпит поражение, обязательно все оккупированные территории будут освобождены. И не только в Украине, а и уверен, с лица земли в конце концов исчезнет путинизм, который является позором человечества, который принес так много горя людям не только в Украине, но и во многих других частях мира. Если сейчас не предоставлять достаточную техническую и материальную помощь, война может затянуться надолго. Соответственно, будет больше смертей, разрушений и страданий людей. Пользуясь случаем, в эти сложные для Украины дни
Хочу выразить благодарность всем странам и народам за многостороннюю помощь, которую они предоставляют нам в эти сложные для нашей страны дни. Пройдут годы, но Украина никогда не забудет об этой помощи. Надеюсь, что эта поддержка относительно освобождения от оккупации Крыма до полного восстановления территориальной целостности Украины не ослабнет. Спасибо.